эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Пострадавшим от паводка жителям Ямиконии увеличат компенсационные выплаты. В районе ведутся восстановительные работы. В Якутии запустили информационный бот в рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом. Для пользователей новая разработка доступна в любое время суток. Школьники Нерюнгри знакомятся с профессией изнутри. Нерюнгринский медицинский колледж открыл свои двери для летних лагерей. Ребята увидят учебные аудитории и современное оборудование. История якутянина, покорившего моря и океаны. В День военно-морского флота расскажем о Викторе Новопашине, чья жизнь связана с морскими просторами. Русский театр имени Пушкина выиграл федеральный грант на постановку спектакля «Александр Невский». Премьера состоится в ноябре. С начала специальной военной операции система здравоохранения Якутии оказывает медицинскую помощь участникам спецоперации и их семьям. На сегодняшний день поддержка оказана 3785 бойцам, психологическую поддержку получили 747 человек, а 463 ветерана прошли диспансеризацию. С апреля этого года начал работу федеральный чат КСВО «Разговор с психологом», где работают в том числе и якутские специалисты. Кроме этого, республиканские врачи продолжают работу в Докучаевске, где хирург с конца июня провел 41 операцию. Сейчас там лечатся 13 военнослужащих, 2 из которых якутяне. В чате работает команда опытных, высококвалифицированных психологов, которые общаются по телефону или в чате. Общение анонимное, без запроса персональных данных. Обратиться в чат может житель любого региона страны, независимо от своего часового пояса. В данном чате работают медицинские психологи нашего якутского психоневрологического диспансера в количестве 5 человек. К настоящему моменту проведена консультация 392 человек из разных регионов страны. Глава Якутии обсудил вопросы развития села Танда с героем России Алексеем Неустроевым. Вместе с ним на прием к руководителю региона пришел и глава Байгантайского нацлега Сава Егоров. В ходе встречи обсуждались вопросы решения социальных и инфраструктурных проблем населенного пункта, включая реконструкцию дорог и строительство спортивных объектов. Реализация проектов происходит в рамках национальных программ, инициированных президентом России. Алексей Неустроев – член экипажа танка «Алеша», проявившего героизм в зоне СВО и удостоенного высоких государственных наград. Говорили по вопросам Усалданского района, село Танда, по объектам строительства в будущем. Спрашивал, да, насчет дороги, строительства дорог, да, и работа идет. Все отлично. С первых дней чрезвычайной ситуации в затопленных районах жители и организации со всех уголков республики начали сбор гуманитарной помощи. По поручению главы Якутска создана мобильная группа из 7 человек, в числе которых сотрудники окружной администрации и подведомственных учреждений. Подробности в следующем сюжете. После того, как вода ушла из пострадавших от паводка районов, жители начали восстанавливать свои дома. На помощь им прибыли строительные бригады Сунтарского, Нюрбинского и Горного районов. Якутск также не остался в стороне. Чтобы помочь восстановить дома, которые сильно пострадали от паводка, в ближайшее время на помощь отправится мобильная группа. Сейчас мы находимся на связи с Ямиконским районом ежедневно. Они должны нам по прибытии сказать объем работы. Пока известно 2 дома. Как закончим, должны еще дать дополнительные задания. Также по поручению главы Якутска действуют центры сбора гуманитарной помощи жителям Аймаконского, Момского и Абыйского улусов. Теплая одежда, постельные принадлежности, продукты питания. Отправляют все, что может оказаться полезным. Как отметили волонтеры, сейчас в первую очередь жителям подтопленных районов необходимы доски, гвозди и инструменты для восстановления своих домов. Я хотела бы призвать жителей города Якутска, помочь еще первыми необходимостями, продуктами, питаниями, постельным бельем, одеялом и бытовую технику. Первая необходимость, которая восстанавливает. И надеюсь, что мы все вместе осилим и поможем нашим
жителям, пострадавшим жителям Улусов. Доставляют посылки не только по воздуху, но и по земле. Большое содействие оказали водители службы такси Аймаконского района. Ближайшая отправка запланирована уже в эту субботу. Помочь жителям пострадавших районов стройматериалами, бытовой техникой и всем необходимым может любой желающий. Центр сбора открыт в школе номер 26 по адресу Ярославского, 21 с 9:30 до 6 вечера. Таяна Федорова, Станислав Потапов, Якутск. В Якутии запустили информационный бот в рамках Дня борьбы с гепатитом. Проблема позднего выявления заболевания печени остается открытой, и эта разработка создана с целью информирования населения. Подробнее о симптомах, профилактике и способностях бота узнаем далее. Последствия вирусных гепатитов могут быть очень опасными, но при этом многие пациенты могут не знать о своем диагнозе. На сегодняшний день информирование населения продвинулось вперед, и об этом говорит создание чат-бота «Стоп Гепатит», который был создан с целью помогать людям больше узнать о заболевании. Время не стоит на месте, все идет вперед. И сейчас, конечно, очень много людей, которые ищут информацию в интернете, да, и информация бывает очень разноречивая, противоречивая. Поэтому мы постарались создать с помощью вот этого чат-бота то, чтобы люди могли получать эту информацию круглосуточно и достаточно достоверную. Согласно данным Федерального регистра, в Якутии от разных видов гепатита страдает порядка 15 тысяч человек, из них более 4 тысяч хроническим гепатитом С. Особенность заболевания заключается в том, что оно может протекать бессимптомно. Жалобы у них на кровоточивость десен, носовые кровотечения, тошнота, нарушение сна, снижение аппетита. Наличие или отсутствие вирусного гепатита проверяется анализом крови. Сейчас лечение доступно. В Якутии этим занимается 13 организаций, и в этом году появилась федеральная программа для лечения пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Я хочу призвать все население узнать свой статус, постараться все-таки обследоваться. Да, в основном здоровье человека, его продолжительность его жизни зависит от многих факторов, в частности от того, как человек относится к себе, к своему организму, обследуется он, наблюдается он, лечится ли он. Многие вирусные гепатиты можно контролировать посредством вакцины или правильного лечения. Своевременная диагностика и соблюдение рекомендаций врача – ключевые факторы успешной борьбы с этим заболеванием. Анастасия Пуляева, Виктор Дичковский, Якутск. Возникшую проблему в отношении работы частной организации «Сулус» сегодня обсудили на общем собрании. Напомню, что работники новой организации на основании соответствующих документов начали перевозку пассажиров по маршруту Якутск-Нижний Бестях 26 июля. Однако появился ряд препятствий со стороны других компаний, курсирующих по такому маршруту. Поэтому на общем собрании участвовали член транспортной прокуратуры, Министерство транспорта, представители частных компаний, занимающиеся перевозкой, а также руководство Мегино-Кангаласского района и народные депутаты Госсобрания Илтума. Вы же вместе говорите, что мы работаем там ради народа, ради населения, правильно? Самое главное же здесь народ, самое главное здесь население, да, понятно. Второе дело, там, кто сколько заработает на этом, да. Мы сегодня, когда говорим о народе, вы сами же говорите, там, люди по главням ходят, да, дети, пожилые люди, там, маломобильные граждане. Да? Почему все это происходит? Потому что если бы все нормально было бы, да, если всех пустей острых моментов не было. Я вот сейчас правильно понимаю, да, Светлана Николаевна, вы сказали, что если ребята начнут запрашивать там по рации разрешение парковаться здесь, то им разрешение дадут. Правильно? У кого заключен договор, но у них же на основании договора, да. По итогам общего собрания стороны примут решение по стоимости перевозки пассажиров. Также катера частной организации «Сулус» будут причаливать на ранее оговоренном месте с Ленотурфлот и продолжат работу без препятствий по маршруту Якутск, Нижний Бестях, Якутск. На сегодняшний день мы договорились о том, что друг другу они не мешать не будут. По цене, по тарифу были прецеденты, то, что чуть-чуть снизили по 300-500 рублей. Это в рамках конкуренции. На сегодняшний день вопрос частные перевозчики должны отрегулировать, и в пределах 800 тысяч рублей нужно составить. И, в принципе, осталось обговорить детали это по расписанию, только как будет заходить, но принципиальное решение то, что 2 места для погрузки скоростных маломерных судов определено на сегодняшний день. Работники силовых ведомств с 1 октября получат прибавку к зарплате. Оклады вырастут на 7,6%.
Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин. Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации в связи с ростом инфляции. По словам парламентария, осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, тогда как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций. Ну а глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский опроверг слухи о возможной блокировке мессенджера WhatsApp в России. В своем телеграм-канале он назвал подобные заявления необоснованными и призвал не доверять сомнительным источникам. Ранее, 18 июля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости соблюдения мессенджерами российского законодательства. Напомню, что в июне WhatsApp был оштрафован на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. От крошечных семян до густого лесного массива «Алроса» уже несколько лет реализует масштабные работы по восстановлению лесов Якутии. Эта деятельность компании проводится с соблюдением требований действующего законодательства в целях предотвращения негативных последствий лесных пожаров и сохранения экологического баланса в природе. О том, как алмазодобывающая компания осуществляет зеленую инициативу, в следующем сюжете. Лесные пожары, к сожалению, не редкость для Якутии. В прошлом году огонь охватил больше 3 миллионов гектаров. Но тушением дело не заканчивается. После важно восстановить экологический баланс выжженных земель. Именно этим и занимается «Алроса». В 2024 году алмазодобывающая компания высадила более 800 тысяч сеянцев. Работы были проведены на 5 районах в Республике Саха-Якутия. Также в 2023 году мы провели работу в Миннинском районе. Было посажено около 470 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 235 гектаров. На протяжении 3 лет после посадки за саженцами ухаживают и следят, чтобы почва не заросла сорняками и не накопила лишнюю влагу. На прошлой неделе работники Якутлесресурса по договору с алмазной компанией удобряли сеянцы сосны обыкновенной в Намском районе. Сейчас на данном моменте проходит работа по агроуходу. Агроуход, лесовосстановление, это укрепляют саженцы наши, которые мы в прошлом году сажали. 2 недели назад ребята поливали гумат, это так называемое удобрение. И вот сейчас поливают МБО. Сеянцы закупаются в других регионах. Такая мера вынужденная. Лесопитомники Якутии не обладают достаточной мощностью. Поэтому сейчас «Алроса» разрабатывает проект собственного лесопитомника в Мирнинском районе. Создание собственного лесопитомника поможет тем, что сеянцы, которые пригодны именно к нашему лесосеменному району, будут выращены на нашем регионе, то есть в Республике Саха-Якутия. При перевозке обычно сеянцы могут погибнуть, потому что могут не выдержать транспортировку. И чтобы минимизировать этот риск или вообще исключить, мы решили в будущем создать этот собственный лесопитомник. Организация лесопитомника – проект долгосрочный, требующий тщательной подготовки и научного обоснования. 3-й год ученые наблюдают за экспериментальной высадкой хвойных деревьев в Якутске. Непременным условием нашего договора было использование грунтов удачного. Посмотреть, что же будет расти, что не будет расти, с чем можно их разбавить, чтобы получить какое-то приятное для растений почву. Потом, мы взяли в основном те культуры, которые могут себя хорошо чувствовать. Это ель, сосна и лиственница. И семена тоже якутские. В ботаническом саду растут деревья из Сунтарского, Намского, Амгинского и Горного районов. И надо сказать, что растут неплохо. У нас уже имеются растения хорошенькие. Они идут по своему графику, то есть развиваются нормально и соответствуют тому росту и тому виду, который они должны иметь в 1,5 года, в 2 года. Институт криолитозоны предоставит итоговый отчет с рекомендациями в конце этого года. А пока «Алроса» продолжает восстанавливать леса. Этим летом компания планирует высадить 152 гектара в Алекминском районе. Эржена Гармаева, Виктор Дичковский, Нургуяна Романова, Иннокентий Кривошапкин, Намский Улус, Якутск.
Летний лагерь «Серебряные каникулы» для старшего поколения открылся. Смена сил Туймады собрала 110 человек из 22 районов республики. На базе Якутской кадетской школы-интерната участников ждет насыщенная программа с тренингами, экскурсиями и творческими мероприятиями. Лагерный сезон будет проходить в период с 28 июля по 3 августа. Проект поддержан муниципальными программами финансированием в 7 миллионов рублей, что позволило создать интересные условия для пенсионеров. Сегодня у нас открытие сезона. Это лагерь для нашего старшего поколения. Называется «Серебряные каникулы». Вот такой проект с таким замечательным названием мы реализуем уже несколько лет. У нас такие проекты проводили мы и в Чурапчинском районе, в Намском районе, в прошлом году в Алданском районе и вот в этом году в городе Якутске. Данное мероприятие, данный проект – это проект в рамках программы активного долголетия. Активное долголетие – это сегодня направление, одно из, так скажем, основных. В этом году Мирнинский региональный технический колледж выпустил 468 студентов по различным направлениям подготовки, среди которых преобладают технические специальности. Подробности далее. В Мирнинском региональном техническом колледже готовят специалистов, которые становятся основой для успешного функционирования алмазодобывающей отрасли и других промышленных направлений. Колледж активно сотрудничает с предприятиями, обеспечивая студентов практическими навыками и знаниями, которые помогут им в будущем внести свой вклад в развитие региона и страны. В колледже, кроме основной специальности, я получал стропольщика, слесаря по ремонту автомобиля и сварщика. Это очень пригодилось мне, ну и в будущем тоже для дальнейшего обслуживания техники. В прошлом году было анонсировано начало реализации сетевой программы. Эта программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов, которые смогут эффективно работать в условиях современного производства и соответствовать высоким требованиям отрасли. 12 студентов в прошлом году из Якутска уже обучались у нас. В этом году они успешно завершили и в октябре текущего года будут направлены в наше Айхальское отделение. Будут жить они в комфортабельном, благоустроенном общежитии, где созданы все необходимые условия. В этом году Мирнинский региональный технический колледж выпустил 468 студентов по различным направлениям подготовки, среди которых преобладают технические специальности. Интересно, что даже традиционно не женские профессии выбирают и девушки, которые уже успешно трудятся на производстве. Я думаю, девушкам не стоит бояться идти на эту профессию в нашем колледже, потому что такая очень хорошо все объясняют. Учат нас. Также практика у нас оплачиваемая. Это очень хорошо. Очень хорошо оплачивают. Сейчас в колледже активно идет приемная кампания. Будущие студенты имеют возможность выбрать из множества востребованных специальностей, что открывает перед ними широкие перспективы для карьерного роста и профессионального развития. В этом году наш колледж ведет набор по 17 направлениям. Это 385 бюджетных мест, такие как эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, оператор-наладчик металлообрабатывающего станка, повар-кондитер, сварщик, электромонтер, монтажник и так далее. Учебное заведение предлагает широкий выбор специальностей, которые помогут студентам получить востребованную профессию и успешную карьеру. Анна Васильева, Мирный. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. В Нерюнгринском медицинском колледже в рамках приемной комиссии проводятся экскурсии для летних лагерей и школ Нерюнгринского района. У ребят есть возможность посмотреть, как выглядят аудитории, мастерские и практические модули. Продолжит тему наши коллеги из Нерюнгри. Ребята пришкольного лагеря «Веселый дельфин» активно проводят свою смену. Сегодня они участники экскурсии в Нерюнгринском медицинском колледже. Мы стараемся ходить с детьми везде. Мы уже были в пожарной части, мы уже были в индустрии севера, кстати, мы были. Вот сегодня медколледж, у нас еще были сегодня веревочные переправы от ВСКС. Ну, в общем, у нас насыщенная смена, поэтому... Детям интересно, поэтому стараемся посещать. Дети всегда задают много вопросов. Им интересно все. Специалисты медицинского колледжа отвечают на любой вопрос подробно, чтобы у ребенка формировалось правильное мнение о медиках и о их непростой работе. Это что? Это кюбез. Это когда ребенок
летчик не может самостоятельно жить, он живет в этом коконе, скажем так. И какое-то время, находясь в нем, немножко дорастает до того возраста, в котором он должен был родиться. Ребята побывали в кабинете педиатрии, познакомились со спецификой оказания неотложной помощи на симуляционном оборудовании, увидели инструменты, используемые в медицине. Очень было интересно осматривать микробы. Мне нравятся бактерии, и какие-то инструменты. Мне понравилось за малышами ухаживать. Мне нравятся микробы. В таком юном возрасте ребята скорее просто знакомятся с профессией медицинского работника. А для детей постарше такие экскурсии помогают в профессиональном самоопределении. В течение учебного года у нас идут, во-первых, профориентационные мероприятия, то есть они нацелены не просто провести, показать колледж, а мы с ребятами выполняем какие-то инъекции, выполняем какие-то манипуляции, им показывают студенты с ними этим занимаются. Такие экскурсии позволяют примерить на себя профессию медицинского работника и осознать всю ее серьезность и важность. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В последнее воскресенье июля по традиции в России отметили День военно-морского флота, символа величия и гордости нашей страны. Во все времена Россия славилась своими морскими просторами и моряками. И сегодня мы вспоминаем тех, кто приумножил могущество флота, обеспечил безопасность морских рубежей. Виктор Новопашин, якутянин, который покорил моря и океаны. Виктор Петрович Новопашин, ветеран Тихоокеанского флота, старшина, заслуженный моряк. Его грудь украшают десятки медалей и почетных знаков, в том числе за боевое тролление. 12 морей и в 3 океанах побывал, так что я не просто так моряк. Ветерану 92, полжизни он провел в море. А началось все в военные годы, в 1944-м, и парохода, следовавшего из Иркутска в Якутск. Я сейчас не могу. Да. Мы когда ехали на пароходе, вот мне запомнилось, 44-й год, уже северные районы демобилизовывали уже многих. И вот эти солдатики, новыми пацанами на одном пароходе, вот он сам едет полуголодный, в принципе. Вот где-то картошки сварит, он этот терчик взял и такую палочку, и эту картошку жиденькую такую делает, и нам, ребятишкам, да, сам себе маленько и нам продает. Якут. Уже тогда Виктор Петрович решил, станет военным, моряком. По приезду в Якутск первым делом устроился в речной порт матросом. Затем призвался на боевое тролление, уничтожал мины времен Второй мировой. Набор у нас в Якутском, у нас ночью, чтоб никто не знал, когда нас повезут. И мы целый месяц до Мурманска. Учебный отряд Северного флота. На трап только ступили на свой корабль уже. Сразу отдать концы, и мы сразу пошли на боевое тролление. Это ходить по минному полю постоянно. Баренцево, Белое, Карское моря, море Лаптевых и Чукотское, Берингов пролив. Наши северные морские рубежи Виктор Петрович прошел не один раз. Тральщиком перешел и в Тихоокеанский флот, расчищал воды от мин русско-японской. Вот в 1956 году мы тралили полностью пролив Лаперуза от Сахалина до Хоккайдо. Там полгода боевое тролление было. Там еще были запретные для плавания районы с русско-японской войны. Обнаружили мину. А вот она круглая и такие рога, вот, они свинцовые, кстати. Тральщики всегда впереди. Тральщики всегда первые, говорит Виктор Петрович. И на боевом задании, и на праздничном параде ко дню военно-морского флота. Они первый удар берут на себя. Это его привилегия такая, прийти первым. Виктор Петрович выбрал призвание быть моряком своим сердцем. После службы тральщиком вернулся в Якутск, в родной речпорт.
Он по-прежнему предан военно-морскому флоту, храбрый и смелый, ведь только таким покоряются моря. И он точно знает, после бури всегда светит солнце. Так было и в море, и в жизни. Самое главное — мир, чтобы был. Что мирное небо — это самое главное. Остальное уже все приложится. Все будет хорошо. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Московская область. И последнее. Русский театр имени Пушкина выиграл федеральный грант на постановку спектакля «Александр Невский». Конкурс стартовал в апреле. На участие поступила 51 заявка от профессиональных театров из 29 регионов России. Заявки оценивались экспертной комиссией, состоящей из ведущих деятелей театрального искусства. К постановке нового спектакля театр приступит сразу же после открытия 135-го театрального сезона. Осуществит постановку режиссер театра Андрей Габышев, художником выступит Андрей Волков. Этот творческий тандем знаком зрителям по спектаклю «Руслан и Людмила». Премьера состоится в ноябре. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире.